Клар, давайте поднимайтесь. Жду вас. Хочу увидеть ваши лица, потом провести это ваз. И не лишь запись ангела, да? Мы знаем, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда собираются мусульмане и говорит слова Аллаха, там не спасляются ангелы и охватывают вот этих людей, да? И будет что? Записывать, кто там участвовал. Поэтому вы сидите далеко, лишены этих, да, блага. Давайте поднимайтесь. Не лишайте себе это благ. Ангелы ждут вас, а вы там сидите. Очень важная тема. Значит, сегодняшняя тема очень важна про, значит, богобоязненность, таква. Иншаллах, мы на этом вааз посмотрим. Значит, терминологические значения. Потом несколько аятов из Корана про таква. Дальше несколько хадисов про таква от пророка саллаллаху алейхи вассалям. Дальше мы смотрим, значит, качества богобоязненных, да, значит, из Корана, который Аллах Субхану ва Тааля упоминает, что какие качества обладают богобоязненных. И будем сравнить себе, что у нас есть это качество или нет, да. И следующее, значит, будет это плоды таква, значит, плоды богобоязненности. Значит, какой пользы, да, какие плоды дает это дерево богобоязненности для нас в этом жизни и в ахирате. Иншаллах, будем рассматривать эту тему тоже. И иншаллах, начинаем. Альхамдулиллахи Раббил Аламин, вал акибату лил муттакин, вассалату вассаляму аля набийина Мухаммадин, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, ва ман таби'ахум би ихсани иля яумиддин. Аллахумма ахдина иля сиратика al-mustaqim. Аллахумма инна нас'алука илман нафи'ан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Языковое значение таква происходит от арабского корня викаятун, что означает тщательно защищаться и остерегаться. Терминология таква – это отказ от совершения греховного. Из чего? Из-за страха, значит, перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Человек боится делать грехи, да, от наказания Аллаха, значит, боится и не делает, это есть таква. Значит, первое значение, что он остерегается от грехов. Поэтому языковое значение это что? Остерегаться или что? Значит, защищаться от, значит, наказания Аллаха Субхану ва Тааля. Богобоязненность – это когда в твоем сердце нет ничего, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Богобоязненность – это девиз верующих и завет Аллаха Субхану ва Тааля. Богобоязненность имеет явную и скрытую стороны. Явная – это соблюдение установленных рамок шариата, то, что Аллах Субхану ва Тааля сказал, и то, что Аллах Субхану ва Тааля запретил, оставлять то, что запретил, и совершать приказ Аллаха Субхану ва Тааля. Это есть что? Значит, явное, да? А скрытая – это чистота намерения и искренность. Значит, а скрытая часть богобоязненности – это чистота намерения и искренность.
Кто живет в соответствии таква, является муттаким, который Аллах Субхану Тааля много раз упоминает в Коране. Аллах Субхану Тааля сказал: «А'удhu биллахи минаш шайтани раджим. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى». Аят продолжается. Подготовьте припасы. Лучший из припасов – это богобоязненность. И остерегайтесь меня, имеется в виду моего наказания, о обладателе разума. Значит, о разумный, да, значит, у кого есть разум. Аллах Субхану обращает: подготовьте припасы. Значит, для чего припасы? Для судного дня. Припасы, да? Что и самый лучший из этих припасов это что? Это богобоязненность. Почему? Потому что если это качество, если есть у человека, все его дела будут ради Аллаха Субхану Тааля. Он читает намаз ради Аллаха Субхану Тааля. Он держит пост ради Аллаха Субхану Тааля. Он делает хадж, да, дает садака, все ради Аллаха Субхану Тааля. А если не будет вот это качество богобоязненного, да, значит, он совершает намаз ради чего-то. Он дает садака ради чего-то, да, ради, значит, может, похвали, ради. Поэтому, когда есть это, значит, качество, то что исправляет всех остальных качеств. Поэтому Аллах Субхану говорит, что подготовьте припасы, и лучшие из припасов это богобоязненность. Значит, если это у вас есть, вы знаете, что, иншаллах, будете преуспевающими. В другом аяте Аллах Субхану Тааля говорит, это обращение не только к верующим, а это обращение: «Я сыновья Адама, о сыны Адама, мы не спаслали вам одеяния для прикрытия ваших срамных мест и украшения». Значит, да, Аллах говорит, что о сыны Адам, мы не спаслали вам одеяния для прикрытия ваших срамных мест и украшения. Однако таква лучшее одеяние. Аллах Субхану связывает, что то, что мы одеваем, это украшение, это, да, закрывает, и что таква. Какие связи между ними? Значит, богобоязненность – это одеяние, лучшее одеяние для сердца. Если мы с одеждой украшаем своих внешних, да, значит, с таква мы будем что украшать своих сердца. И после этого что все наши дела будут искренне ради Аллаха Субхану Тааля. И мы знаем, что пророк Мухаммад сказал в одном хадисе: богобоязненность, вот здесь он показал свою грудь. Значит, богобоязненность он здесь, и он показал свою грудь. Этот хадис приводится в Сахих Муслим. Но вот его влияние, когда есть в грудь, да, то вот его влияние распространяется на другие органы части. Когда есть, например, у вас в сердце богобоязненность, вы, значит, не ругаете, потому что, да, таква есть, не дает вам ругать. Значит, вы не можете воровать, да, вы не можете, значит, с кем-то плохо относиться, да, вы не можете даже в едине сидите дома, совершить грех, потому что у вас есть таква, богобоязненность. А если человек может что совершать, да, грехи, как, да, когда никто не видит, или, да, поэтому, когда есть, значит, это распространяется на всех, да, части органов. Ваши руки, ваши глаза, значит, ваши даже мысли, да, не думайте о плохом, ваши нога. А если нету, то что человек может совершать, да, грехи. Поэтому пророк сам сказал, богобоязненность вот здесь указал на свою грудь, да, но если есть здесь, альхамдулилlah, что он будет распространять на всех, значит, органы, да, остальные органы тела. Дальше в другом аяте Аллах Субхану сказал: и вот кто с уважением будет исполнять повеление Аллаха, несомненно, что это от того, что их сердца обладают таквой. Значит, да? Значит, мусульмане, которые соблюдают религию, выполняют все
указывает на то, что у него есть таква. Если бы не был таква, то он не делал, да? Поэтому этнический мусульман, который не соблюдает религию, у них что? Нету таква. Если даже 100 раз они говорят, что мы боимся Аллаха, да? Но нету же на деле, не видно. Или мусульманка, которая говорит, что да, я боюсь Аллаха, который, значит, не одевает хиджаб, да, открыть все, значит, не видно, да? Да, значит, значит, вот так. Дальше, в следующем аят Аллах Субхану ва Тааля сказал о люди. Там был о сыновья Адам, здесь о люди. Значит, это обращение тоже на всех, не только на мусульман, да? Я Юханнас начинается аят. О люди, воистину мы создали вас из мужчин и женщин, и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнали друг друга, и самые почитаемые перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненны. Воистину Аллах знающий. Значит, Аллах здесь что упоминает, что Он создал нас, значит, из мужчин, женщин, из разных народов, да, разных племен, чтобы друг друга узнали. Но вот самые, значит, лучшие, самые почитаемые перед Аллахом не являются, например, не араб, да, чернокожий, да, значит, белый кожи, нету. Аллах что говорит? Инна акрамакум индаллахи аткакум. Самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный. Если бы Аллах Субхану сказал, инна акрамакум индаллахи агнакум, да, если сказать, что самые почитаемые перед Аллахом это богатые, то бедные что лишились этого. Или сказал бедные, то другие, да, лишились. Или сказал белокожие, то другие лишились, да. Но сказал, что, значит, сам богобоязненный, поэтому никто не может лишиться. И богатые могут стать богобоязненными, и бедные могут стать богобоязненными, да. Например, богатый своим имуществом раздает ради Аллаха, сдает закат, платит, да, садака бедных, он, алхамдулилlah, богобоязненный. Бедный, который живет в довольстве, да, Аллах Субхану Тааля, тоже что достигнет степень богобоязненности. Значит, черный, значит, да, белый, араб, не араб, все люди могут стать богобоязненными. Поэтому Аллах Субхану говорит, что инна акрамакум индаллахи, стараться, чтобы, да, отказаться от всех запретов и выполнять все приказы Аллаха Субхану Тааля, он что, иншалла, достигнет вот это, значит, место. Это, да, самое высокое место, что Аллах Субхану говорит, самые почитаемые перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненны. Дальше Абу Зар, ради Аллаху анху, передал, однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: я знаю такой аят, что если вы все люди руководствовались, это было бы всем достаточно. Сподвижник спросили о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, что это за аят. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, прочитал следующий аят. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Перевод. Тому, кто боится Аллаха, Он дает выход из положения. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Слово таква идет, да? Слово таква, но перевод здесь боится, да, это страх от гнева Аллаха, от наказания Аллаха. То Аллах, субхану ва тааля, что дает выход из положения, из любое положение, которое попал. Например, как вышли из положения Адам, алейхиссалам. Адам, алейхиссалам, выгнали из рая. Он такое сложное положение, и он хотел, что обратно вернуться. Аллах что сказал? Приказал, что если выполняешь мои приказы, то обратно вернешься. Да? Таким образом, Нух, алейхиссалам, который был, значит, вышел из положения. Народ ослушали, да? Хотели убить. Аллах открыл ему. Он вышел из положения.
Таким образом, Ибрахим, алейхиссалам, бросали его в огне. Но у него был таква, что Аллах, субхану, никто, да, если не думает, что он там остается живым. Но Аллах, субхану, что вывел его из этого положения. Таким образом, Муса, алейхиссалам, да, значит, дошел до моря, сзади его армия. Народ говорит: о, Муса, что вот приближается фараон со своим армией, что мы будем делать? Муса, алейхиссалам, говорит: вы не боитесь, Аллах, что открывает двери. Вот и открывается, что море открывается перед ними. Вот они вышли из этого положения. Таким образом, Иса, алейхиссалам, хотели убить его, что вывели его из положения. И Мухаммад, саллаллаху алейхи, тоже несколько раз хотели убивать, да, это несколько раз было. Значит, даже в последний дали ему ядовитый, да, мясо дали, тоже Аллах защищал его. Поэтому, если у них, пророков, это был таква. И таким образом у наших сахабы, которые попали в плен, если мы смотрим, да, историю, там же много, значит, из-за того, что у них было вот это таква, Аллах, что вывел их. Поэтому, иншаллах, если у нас тоже будет вот страх перед Аллахом, да, таким образом Юсуф, алейхиссалам, как вышли из положения, когда жена вот, хозяина, да, хотела с ним делать зина, как вышел из положения, потому что у них был таква. Иншаллах, если это у нас тоже будет, то Аллах открывает двери, такие двери, которые мы не думаем, да, оттуда видим. Дальше Саад ибн Абу Вакас, ради Аллаху анху, сказал: я слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах Та'ala любит своего раба, который богобоязнен, богат и занят своим делом и своими ибадатами. Значит, да, это в этом хадисе пророк говорит, что Аллах Та'ala любит своего раба, который является богобоязненным, богатым, да, который, значит, выполняет все обряды Аллаха Субхану Та'ала, и, значит, занят своими делами, люди, которые занимаются своими делами. Только, да, и, значит, и они что, занимаются своими ибадатами. Это хадис приводится в книге Аль-Муслим. Дальше Аллах Субхану Та'ала говорит, сура Камар, 54-55 аят: воистину богобоязненные будут среди садов и ручьев на ложах истины у могучего властелина. В другом аяте Аллах Субхану Та'ала сказал: Аллах любит богобоязненных. Сура Али Имран, 76 аят. В другом сура Аллах Субхану Та'ала сказал: Аллах на стороне богобоязненных. Всегда, да, помогает им на стороне. В другом аяте Аллах Субхану Та'ала сказал: Аллах покровитель богобоязненных. И читаем несколько хадис, тоже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине мои друзья — это богобоязненные. Поистине мои друзья — это богобоязненные. Этот хадис приводит Абу Дауд. Это что имеется в виду? Если мы будем богобоязненны, да, то считаемся, что другом пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и оживляемся вместе с ним. Да? В другом хадисе пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: самые близкие ко мне из людей — это те богобоязненные, где бы они ни находились перед Аллахом, проявляют благочестие. Где бы они ни находились, они что проявляют? Благочестие. Это есть таква. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Абу Зару аль-Гафари, ради Аллаху анху: смотри, ты не превосходишь ни краснокожего, ни чернокожего, но что только превосходишь, ты превосходить их можешь только своим богобоязненностью. Один сподвижник спросил: о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, я отправляюсь в путь, дай мне наставление. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: самое нужное для тебя — это быть богобоязненным перед Аллахом. Потому что
отправишься, да, в пути, если будешь богобоязнен перед Аллахом, то это что? Значит, да, Аллах оберегает тебя, да, Аллах защищает тебя, значит, Аллах всегда с тобой, Аллах любит тебя, да, как в этом аяте читали. Аллах будет твой покровитель, да, всегда будешь, значит, защитить Аллах Субхану Тааля. Спросили у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что более всего приводит людей в рай? Да, и вот из людей, которые попали в рай, что, значит, приводит, да, больше, значит, что более всего приводит людей в рай? Он ответил, богобоязненность и высокая нравственность. Значит, богобоязненность и высокая нравственность. Значит, человек не достигает высокой нрав, когда у него нет, что вот это таква, богобоязненность. Поэтому между ними есть связь. Следующее, значит, качество богобоязненных. Мы смотрим, значит, это качество, которое Аллах в Коране, да, мы не говорим, какие аят, просто перечисляем, какие аят, какие, значит, качества у богобоязненных. Это верят в Аллаха, в судный день, в ангелов, в книги, в пророки. Это желая обретения благословения Аллаха из нужной и хорошей части своего имущества. Не то, что не надо, да, а жертвовать, значит, из нужной и хорошей части своего имущества. Кому? Значит, близким, сиротами, бедными, путниками, значит, просящими, да, кто просит у вас. Дальше, да, это тоже в аяте есть, платит закат, заключив договор, значит, держать свое слово, когда дает слово, да, и в достатке, и в нужде делать пожертвования ради Аллаха Субхану Тааля. Не только в достатке, да, даже вот нуждаешься, сам нуждаешься, но вот есть что-то, вот, то дай, да, другим тоже, которые еще более нуждаешься, да, есть же. Значит, дальше подавлять свой гнев. Тоже это из качества богобоязненных, да. Дальше следует прощать людей. Можем прощать людей? Если можем, альхамдулилlah, у нас есть это качество богобоязненности. Да? Дальше. Совершить грех, тут же вспоминать Аллаха, покаяться и просить прощения. Если это грех, значит, между людьми, то надо просить извинения, да, у них. Это тоже один из качеств богобоязненных. Дальше не упорствовать в зле, зная о нем. Когда знаешь что-то зло, не надо что упорствовать, надо оставлять. Снисходительность и милосердие. Остаются справедливым, даже если справедливость не на их стороне. Даже если справедливость не на их стороне. Это очень тяжело, да? Значит, кому-то это легко, да? Поэтому это один из свойств, значит, качеств богобоязненных. Дальше, вот, значит, единственная мера, которая определяет честь и место раба Аллаха Субхану Тааля, да, перед своим Создателем, значит, это что? Богобоязненность. Богобоязненность есть мера, значит, да, значит, Аллах Субхану Тааля в мире, значит, с этим мером, что мы отличаемся перед Аллахом Субхану Тааля. Поэтому Аллах Субхану что сказал? Самый лучший, значит, да, из вас это самый богобоязненный, да? Дальше мы смотрим плоды богобоязненности. Значит, какие, да, самаратуль таква на арабском. Плоды богобоязненности. Это любовь Аллаха Субхану Тааля. Дальше это милость Аллаха Субхану Тааля к этим, да, рабам. Дальше причина помощи и поддержка Аллаха Субхану Тааля. Дальше дает рабу силу для победы над шайтаном. Значит, если вы богобоязненности, Аллах Субхану Тааля дает что?
сила, которой мы победим шайтана. Дальше следующие плоды это обильное пропитание, открытие, значит, двери больших благ. Аллах Субхану ва Тааля открывает перед таких людям, что блага этого мира и в ахирате. Это качество является качеством аулия. Причиной принятия деяния тоже зависит от таква, богобоязненности. Коран является благой вестью для богобоязненных. Богобоязненные являются преуспевшими. Следующее. Это является качество пророков и качество, значит, ваман садакахум, и кто верил в них, кто идет на их пути. Сабаб ли махфирати дзунуб, значит, это является причиной прощения грехов. Аллах Субхану ва Тааля, ясхалуллаху лахму илм. Аллах Субхану ва Тааля облегчает получать знания. Если у кого есть это качество, Аллах Субхану ва Тааля, что облегчает ему получать знания. Ат-таква савабуха джанна, значит, награда за таква что будет? Рай. Да? Награда за таква будет рай. Дальше мы смотрим 3 уровня таквы. Значит, у каждого человека, значит, у него разный, да, уровень таква. Значит, ни в коем случае, да, одинаково не будет. Это зависит от намерения, да, зависит от усилий, в ибадатах, в поклонениях, в дуа, как он, да, обращается к Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому ученые сказали, есть 3 уровня таквы. Первый – это обретение веры, вера в единственного Аллаха, отказ от ширка. Это первый уровень. Значит, если человек верит в Аллаха Субхану ва Тааля, да, и отказывается от всех ширков, значит, это первый уровень. Второй – это подкрепление признания веры действием. Выполняет намаз, да? Мусульман, который выполняет намаз, значит, держит пост, выполняет все обряды, это что уже второй уровень. Третий уровень – это ограждение себя от всего, что может отдалить от Аллаха. Значит, это что? Отказ от всех запретов. То, что отдаляет человека от Аллаха, он что? Значит, ограждает себя от этого. Да? Да, победить свой нафс, да, можно, значит, да. Дальше вот способы достижения богобоязненности. Значит, мы прочитали, и вот напоследок мы читаем способы достижения. Значит, каким образом человек что может достигнуть вот этого таква, богобоязненности, каким способом. Ученые сказали, первое, это укрепление веры в Аллах Субхану ва Тааля и судный день. Значит, укрепление веры в Аллах Субхану ва Тааля и судный день. Каким образом, значит, укреплять веры в Аллах Субхану ва Тааля и в судный день? Каким образом? Как думаете? Да? Намаз, зикр, чтение много, да, о вере, значит, о судный день, да. Правильно сказали, учиться в медресе, да? Ага. Да, всевозможные воздержания от запретов, которые, да, не только явные запреты, даже от сомнительных. Когда какой-то сомнительный, когда купите какой-то сладости, вот там есть какой-то, вы сомневаетесь, лучше отказитесь от этого. Да, потому что мы знаем, что харамная еда – это, да, причина того, что дуа не принимается. Да. Дальше, что надо просить Аллаха Субхану ва Тааля об этом. Пророк сам, да, сказал дуа про это, да. Есть такой дуа, который Пророк сам спросил про Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он дал пророку это качество. Второй – это поклонение, значит, больше делать поклонение. Значит, совершали все фараиды,
все обязательные, да, молитвы, поклонения и делать дополнительных, больше, да, делать. Следующее – это чтение Корана. Третье, да, ученые сказали, что это чтение Корана. Пониманием Корана, смысл Корана, размышлять на Коран, да, это тоже, что это с таким способом может достигать богобоязненности. И последнее ученые сказали, это что усердие. Усердие во всем то, что перечисляли, да, укрепление веры, значит, поклонение, чтение Корана, надо что усердие это делать, только ради Аллаха Субхану ва Тааля. Вот это была сегодняшняя тема про таква, да, значит, джазакумуллаху хайран, что собирались, стали причиной этой темы, да. Иншаллах, джазакумуллаху хайран. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم صل على محمد وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.